Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю для раков с 11 по 17 мая 2020 года. Посмотрим, какие события будут происходить. Подсказки делаем на цыганской колоде. Итак, основное событие — башня. Какой-то кризис, который уже назрел. Он, наконец, реализуется на этой неделе. Это может быть и тяжело, и просто. То есть, может быть, это будет даже какое-то облегчение ситуации. Допустим, карта — это же башня, то есть мы, допустим, заключены в башне, да, и вот теперь мы можем выйти на свободу. То есть это может касаться, допустим, карантина напрямую. То есть, наконец-то, здесь все уже, как бы освобождение такое приходит, и мы можем действовать заново. Но также эта карта может говорить о том, что может быть разрушение в какой-то сфере нашей жизни, да, и карта хороша тем, что мы можем это все восстановить, но восстановить уже в каком-то новом виде. Также карта башня у нас очень часто говорит о нашем внутреннем состоянии. Может быть, мы как-то проявляем слишком власть свою, да, и вот жизнь нас бьет за это. Или, может быть, мы перед другими людьми превозносимся, считаем себя лучше. И опять же могут быть такие ситуации, которые нам покажут, что этого делать не стоит, да. В общем, такие могут быть серьезные у нас потрясения. Карта говорит о том, что может дело касаться даже и агрессии какой-то со стороны других людей. Это может быть карта, которая касается государственных учреждений, каких-то проблем с ними, да, там с налогами и с судами и так далее. То есть вот что-то здесь может очень такое вот произойти резко, но может быть даже мы это ждали, да, и если это карантин, так это нам только на руку. Также карта говорит о том, что может быть либо какая-то конкуренция, либо может быть какие-то, может быть, знаете, еще карта часто предупреждает об излишней активности, вот, допустим, в спорте, да, что можно как-то даже себе что-то, как бы испортить, да, здоровье себе, вот если излишнюю активность проявлять. Так, давайте посмотрим, какие еще события ждут нас, ждут раков на этой неделе. Тройка мечей выпадает. Карта говорит о том, что, скорее всего, будут какие-то разговоры, которые нас очень огорчают. Это что-то вроде сплетней, это, может быть, какие-то критические замечания, причем сразу вот как бы с нескольких сторон. Это с одной стороны карта может говорить. С другой стороны, это может быть и наше состояние, когда мы никак не можем привести в баланс наши чувства и разум. Допустим, не хотим работать, а надо, не хотим с какими-то людьми общаться, а надо, или еще какие-то вот сложности, да, то есть такое ощущение, что у нас внутри нет порядка, и наши чувства, они вот над разумом берут верх, а надо, чтобы было наоборот, видимо, ситуация того требует. Вообще у нас тройка мечей – это карта ограничений в общении. То есть, может быть, действительно нужно с кем-то прекратить общение, либо сделать какой-то выбор очень важный. Следующее событие – это восьмерка мечей. Карта, конечно же, говорит о том, что есть какая-то зависимость от обстоятельств. Ну вот по главной карте мы имеем возможность от нее избавиться. Восьмерка мечей – это карта, знаете, освобождения такого, когда мы должны освободить сами себя, то есть наша свободная воля в этом проявляется. Это не обстоятельства, которые на нас действуют, это больше наше решение, это больше наша воля. И эта карта говорит о том, что, может быть, у нас недостаточно каких-то планов на будущее, может быть, у нас нет надежды на что-то. И вот желательно на это обратить внимание и как бы восстановить в себе какие-то надежды, да, на будущее. Очень важно, чтобы была какая-то цель, которая нас манит, чтобы давала сил двигаться, чтобы мы не чувствовали себя жертвой обстоятельств. Также карта может говорить о том, что решение каких-то вопросов, связанных там с судами, решение
куда-то поехать или пойти, это все-таки зависит от нас. Вот в данном случае. Может быть, мы привыкли себя ограничивать, либо привыкли слушать других людей, а нам нужно сейчас взять ответственность на себя. Также карта может говорить о том, что мы, может быть, хотим высокого положения, а сами себе это не разрешаем. То есть не даем себе даже и подумать о том, что мы можем достичь большего в жизни. И карта Солнца говорит о том, что на этой неделе может быть какой-то праздник, может быть какая-то победа значимая, которая касается как нас лично, так и нашей семьи, там, наших детей и так далее. Может быть, кто-то будет покупать там светильники, какие-то электроприборы, либо там ремонт, допустим, электропроводки. Может быть, у кого-то будут шашлыки на этой неделе, или, может быть, просто там костер, да, возле которого там собирается вся семья, и такое приятное настроение. В общем, это карта такого счастья, чего бы оно ни касалось. Давайте посмотрим, про что же имеется в виду. Да, вот счастье такой победы, знаете, на уровне, ну, в общем, в профессии, да, то, что касается нашей профессиональной деятельности, то, что касается нашего статуса, то, что касается каких-то судебных дел, то, что касается юридических вопросов. В общем, какие-то вот эти важные вещи, они будут, ну, приведут к победе нас, да, то есть будем радоваться. Ну и, конечно же, может быть, кто-то из наших близких тоже будет в таком состоянии, да, будут такие достижения, какие-то выигрыши, какие-то деньги могут приходить, заканчиваться какие-то важные дела, которые приносят успех. И вот мы как бы вместе можем это все ощущать, праздновать, да. Также вот для кого-то это может быть даже связано с приобретением недвижимости. Может быть, продажа дома и покупка, да, и либо там заключение договора уже, может быть, нашли что-то такое. Давайте посмотрим, что ждет раков в отношениях. Для тех, кто не в паре, семерка трефовая. Карта говорит о том, что пока что вокруг вас не те люди. То есть это совершенно неподходящие. Даже если у вас есть сейчас там с кем общаться, это лишние люди, это не те люди. Они лишь только забирают вашу энергию. А для тех, кто в паре, девятка пиковая, говорит о том, что у вас все стабильно, у вас все хорошо, надежно, да, ваш партнер вам верен. В общем, ну все тут самое лучшее, что только можно сказать. Также карта говорит о том, что есть какая-то у вас общая цель, дальняя такая, на будущее с вашим партнером, и она вас очень сближает. А для тех, кто в ссоре, карта говорит о том, что нужно мириться, нужно договариваться, прояснять ситуацию. Хорошо там организовать какое-нибудь яркое свидание, встречу, да, в общем, что-то такое очень приятное, теплое, и тогда этот вопрос решится. Для работы, те, кто в поиске работы, карта говорит о том, что здесь могут быть сложности, может быть, даже кто-то подведет, да, пообещает и ну, как бы обманет. Также просто карта трудностей, да, трудно на этой неделе. Нужно все-таки набираться упорства и действовать. И очень внимательно смотреть на людей, с которыми общаетесь, потому что здесь вот от людей очень много зависит. Прям может быть, знаете, вот разные такие подставы, конфликты и так далее, вот связанные с другими людьми. И знаете, может быть, даже это неожиданно может произойти. То есть вы, допустим, доверяли человеку, а он вас как-то, ну, обманет. Для тех, кто работает, карта Туза Пикового говорит о том, что либо это работа на дому, либо работа рядом с домом, либо вам помогают члены вашей семьи, либо это, ну, может, даже отдых, да, может быть, когда вы еще пока не работаете, отпуск. Или также карта может говорить о том, что удачное время для творческой работы, для занятий эзотерикой, для того, чтобы зарабатывать на там, предметах домашнего обихода, на услугах для дома и так далее, и так далее. В хорошее время для того, чтобы зарабатывать на
женской теме, да, различного рода услуги, товары и так далее. Для тех, у кого свое дело, девятка бубновая говорит о том, что у вас здесь может быть как бы завершение одного и начало другого проекта. То есть эта неделя как такой период, когда нужно принимать важные решения, потому что как бы заниматься тем, что было раньше, просто невозможно. То есть кризис, и нужно начинать заново. Но вот эта карта, она трансформации, не того, что просто вот сломалось и все, и ушло, да, а вот именно когда одно превращается в другое. То есть карта говорит, давайте еще одну достанем. Так, ну здесь вот пока что о работе на дому говорится, да, может быть, вы в таком формате будете продолжать работу, может быть, и как-то сложности, непонятно пока что, что из этого получится, то есть одно заканчивается, а что новое начинать неизвестно. Так, какой тут совет? Ну, искать новые пути, потому что если вот пытаться восстановить то, что есть, это просто невозможно. И не даст никакого результата. Только по-новому действовать. Может быть, цель оставить ту же самую, но новый путь к ней выбирать, это 100%. Так, для денежек посмотрим. Те, кто на зарплате, скорее всего, вы получите зарплату. Либо, может быть, и, знаете, отказ может быть. Либо вы получаете зарплату целиком, либо вам отказывают вообще. То есть эта карта, знаете, такой вот каких-то радикальных таких решений, да. То есть, может быть, и выплатят, конечно, для тех, у кого есть такой шанс. Либо... Так, а давайте посмотрим, что тогда, если откажут. Ну, тогда придется менять работу или придется доказывать свое право, да, на то, что вам положено, может быть, даже через суд. Как-то активно очень нужно будет тогда добиваться денег. Для тех, у кого свое дело, карта хороша в продажах, да, то есть, может быть, неплохо было бы даже продать свое дело, да, либо, может быть, пока что заниматься какой-то коммерцией или посредничеством, да, для того, чтобы заработать денег, пока вы будете выстраивать новое дело. Но в любом случае тут деньги будут и, возможно, даже очень хорошие. Может быть, кстати, партнеры появляются какие-то новые, и как раз идея придет, как зарабатывать лучше вот благодаря новым людям. Но в любом случае здесь, знаете, изменения и круга знакомых, изменения и образа жизни, и, может быть, даже и какие-то поездки очень важны будут для того, чтобы заработать. И либо это просто вот, ну, связь через интернет. Совет для раков, десятка пиковая. Карта говорит о том, что нужно меняться, не нужно цепляться за старое, нужно как бы новых людей в свою жизнь принимать, привлекать, новые предприятия начинать. В общем, все это очень нужно и важно. Друзья, желаю прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.